Достар, һеҙ йәш музыканттарҙың беренсе Елкен телевизион конкурсын ҡарайһығыҙ. Первый телевизионный конкурс юных музыкантов «Елкен» приурочен к году башкирской истории, объявленному Всемирным Курултаем башкир. Башҡорт тарихы йылына арналған был конкурста йәш һәләттәр башҡорт композиторлары әҫәрҙәрен, башҡорт халыҡ көйҙәрен уйнаясаҡ. Юные музыканты через музыку рассказывают историю республики. Сегодня наши конкурсанты, как парус времени, унесут историю музыки в будущее. Ҡыҙҙар, егеттәр, хәҙер беҙҙең иң тулҡынландырғыс мәл, сөнки һеҙ хәҙер үҙегеҙҙе кем нисәнсе булып сығыш яһағанығыҙҙы беләсәкһегеҙ. Да, действительно, Рустам, начнем нашу жеребьевку. Итак, ребята, как все будет происходить? Каждый из вас возьмет из этого бассейна свой собственный корабль. В каждом кораблике будет спрятан номерок, и вы его достанете и скажете нам, каким номером вы выступаете. Первый, второй, третий и так далее. Шулай итеп, кем беренсе булып башлап ебәрә? Первый смелый, Алина, умница. Давай, выбирай свой кораблик. Сейчас мы узнаем. Номер 4. Алина, я отдаю тебе кораблик, напиши на нем свое имя и отпусти его в бассейн как знак большого музыкального плавания. Наше музыкальное плавание открыто. Алина, һинең дүртенсе ханың, һиңә уңыштар гына теләйбеҙ. Ә кем икенсе булып сыға? Мурат. Әйҙә, сыҡ. Номер 8. Елкәнле кәмәләребеҙҙең яртыһын һайланылар, ә кем беренсе булып сығыш яһағанын беҙ шулай белмәнек, әйме, Женя? А давай узнаем, может быть, следующий участник вытащит наконец-то номер 1. Елизавета, һинең өсөн бик шатбыҙ. И это Роман. Идем к нам. Все корабли официально покинули свою гавань. И совсем скоро начнутся первые конкурсные выступления. Ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙҙе тағы ла бер тапҡыр ҡотлайбыҙ. Удачи вам! Представляем, уважаемое жюри, первого телевизионного конкурса юных музыкантов «Елкен». Музыкант, кларнетист, лауреат Государственной республиканской молодежной премии имени Шейхзады Бабича, лауреат международных конкурсов, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин.
доцент кафедры композиции Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, член Союза композиторов России и Республики Башкортостан, лауреат Государственной молодежной премии имени Шейхзады Бабича, лауреат всероссийских и международных конкурсов, Шаура Сагитова. скрипач, лауреат международных всероссийских и республиканских конкурсов, солист и концертмейстер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Башкортостан, Ильшат Муслимов. старший преподаватель кафедры истории музыки Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, лектор-музыковед, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, Виктория Симонова. кураист, кубызист, думбырист, мастер горлового пения, заведующий кафедрой традиционного музыкального исполнительства Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, Артур Гайсаров. Спасибо, спасибо. Лизонька, у меня тебе рекомендация одна.
будет очень важное. Ты должна подумать больше о дыхании, поговорить со своим преподавателем, чтобы вы позанимались дыханием, выдохом. Потому что такое духовой инструмент? Ты такая же певица, как и любые певицы, которые поют голосом. Ты должна петь, ты должна звучать наполненным звуком, понимаешь? И тогда это будет совсем другая картина, которая тебе будет очень нравиться. Тебе вообще нравится играть на кларнете? Да? Милая моя, сколько лет ты играешь на кларнете? 2-й год. 2-й год, понятно. А занимаешься по сколько часов ты в сутки? По 8, по 10, наверное? 3, может, больше. Может, больше. Надо больше, однозначно. Хорошо? Да. Вот и позанимайся обязательно со своим преподавателем над дыханием. Ты уже услышала, да, что ты Да. должна быть артисткой, что ты певица, тем более ты видишь, какая сегодня красивая история, телевизионный конкурс. Я думаю, что у тебя должно еще получиться. Подумай, ладно, над тем, что я тебе порекомендовал? Хорошо? Бик матур уняның, бик моңлы итеп, рәхмәт һиңә. Шулай бездә шатландырып, ошо конкурска килгәнең өчен зур рәхмәт. Һәм артабан моны маэстро әйтүенчә дөрес занимация итеп, күбрәк зур сәхнәләргә сыгырга Алла бирһә һиңә тормыш бирһен. Өн менән эшләү, өн эшкәртү һораулары бар, кайһы бер. Икенче момент, өстәге регистрда кайһы бер кыенлыктар бар. Һәм дә интонация өскә ынтыла кылганска. Менә ошо шуңа игътибар ит, яраймы? Уйнавың өчен рәхмәт. Лиза, я понимаю, что у тебя сложная задача. Ты, во-первых, открываешь конкурс, во-вторых, ты играешь перед известным кларнетистом на его инструменте, ну и, в-третьих, этот инструмент в переводе значит «яркий». Поэтому очень хочется тебе пожелать на будущее, каждый твой выход на сцену должен быть именно таким, ярким, запоминающимся. Удачи тебе, попутного ветра под твоим парусом. Спасибо. Башкорт көйләренә карата гел генә иркен һулыш, табигать, киңлектәрҙе уйлайҙар бит инде. Һиңә шулай итеп уйнағанда ла киң күңел менән шул иркен һулыш теләйем һиңә. Бик моңлы уйнайһың сынапта. Әҙ генә батырыраҡ булһаң, яҡшыраҡ булыр дип уйлайым. Уңыштар. Шулай итеп, беҙҙең беренсе ҡатнашыусы ул Елизавета. Елизавета, мин һине тағы ла бер тапҡыр ҡотлайым. Бына һинең дипломың. Елизавета, тәүге булып сығыш яһау ул нисек ул? Каково быть первой? Первое выступление, конечно же, было волнительно и страшно, но я все же собралась и сыграла, тем более перед таким знаменитым кларнетистом. Кларнет очень капризный инструмент, так ли это? Да, но если хорошо потрудиться, то можно на нем хорошо играть и не будет капризно ничего. А теперь давайте поговорим с нашей мамочкой. Вообще, как воспитать таких талантливых детей? Я уверен, что наш телеканал смотрят родители, которые хотят узнать ваш секрет. Ну, первые 4 года она занималась в СМК в городе Сибая на блокфлейте, а 2 года она уже занимается в школе имени Газиза Аль-Мухамметова в гимназии. И вот, труды за 2 года. А вот, по твоему мнению, кто твой самый большой критик? Мама. Когда я все время играю, что-то не нравится. И я стараюсь, чтобы она играла лучше. Чем больше занимаешься, тем лучше играешь. Вам я пожелаю только удачи, а мы будем ждать результатов конкурса.
Молодец. Саидочка, большая молодец. Я тебе очень хочу порекомендовать, чтобы ты все-таки чувствовала себя больше артисткой. Ты сколько лет играешь на флейточке уже? Я 2 года играла на блокфлейте и полгода играю на большой флейте. На большой флейте полгодика уже играешь. Вот ты уже маститая артистка целых полгода. И что? Уже все. У тебя замечательный педагог. Поэтому я очень тебе хочу порекомендовать. Лидия Борисовна все очень хорошо знает, как работать с флейтистами, но, во-первых, улыбка и твое отношение к публике. Мы же сегодня здесь публика. Мы слушаем вас, ярких, талантливых детей, понимаешь, и получаем удовольствие. А ты должна нас захватить своей игрой, заразить этой музыкой прекрасной, понимаешь? Надо, чтобы у тебя глазки горели, тебе хотелось играть так, чтобы мы прям вот в этот шишмя окунулись. Понимаешь? Угу. Вот. Поэтому не спи на сцене, а гори и живи. И тогда у тебя будет все очень хорошо получаться. Саида, молодец. Поздравляю тебя с успешным выступлением. Хочу, во-первых, отметить очень хорошее чувство ансамбля, безусловно, хорошую интонацию. И вдобавок к тому, что сказал Артур Искандарович, хочу еще сказать вот то, что как сделать так, чтобы было ярко, красиво. Очень важно думать во время игры о том, о чем ты играешь, вот о медном роднике, о природе вокруг, так ведь? Это очень важно. Ты знаешь, вот есть такое произведение у Петра Ильича Чайковского, цикл «Воспоминания о дорогом месте». И вот каждое произведение – это вот как что-то такое, что сокровенное, о чем вот думает композитор. Ну, это должно касаться также и других произведений, наверное, да ведь? Поэтому всегда думай о чем-то прекрасном, красивом, о чем играешь. Это очень важно. Спасибо тебе. Спасибо. Ну, я не знаю, это к конкурсу не совсем имеет отношение. Просто я Саиду слушаю не первый раз, и для меня кажется совершенно фантастическим то, что ты так быстро перешла на вот эту солидную уже флейту. Мне кажется, если ее раскрыть и поставить рядом с тобой, то получится практически целиком Саида. У тебя хватает дыхания, у тебя хватает смелости и музыкальности для того, чтобы озвучивать этот инструмент. Ты молодец. Спасибо. Саида, афарин, бик матур уянам. Рахмат һиңә. Мына агайларың, апайларың айтып буенча кыюрак сынапта, кыюрак булһаң тагы ла матурак була. Но Алла бирһә, аныһын да өйрәнерһең. Бик яхшы килеп сыкты. Бул Нур Даутовтың көйе. Шулай Илшат агай дөрес әйтте, көйдең эсенә инеп, шул шишмәне үҙеңне күҙ алдына килтереп уйнаһаң, тагы ла матурак килеп сыга. Ярыймы? Рахмат сиңә. Саида, һиңә был инструмент бик килешә. Һин уны сынапта яратыуың ишетелә һәм күренә. Инструментың менән бергә, шул бер өндә, бер һулышта булһаң, сынапта тагы ла шул шишмә һымак уйнаясаҡһың. Уңыштар һиңә. Рахмәт. Молодец, Саидочка, молодец. Буквально только что закончила свое конкурсное выступление наша юная участница Саида. Я спешу вручить тебе диплом и поздравить тебя с тем, что ты просто молодец, настоящая артистка. Поздравляю тебя, я тобой горжусь. Саида, у меня к тебе, как к юному начинающему музыканту, есть пара вопросов. Саида, я знаю, что твоя сестра тоже участвует в нашем музыкальном конкурсе, она будет чуть позже выступать. Расскажи, пожалуйста, как вы делите время занятий? Нас не двое. У меня есть еще сестра, играет на скрипке, и мама играет на домбре в оркестре. Так, вот сейчас стало еще сложнее. 4 музыкантов в семье. Как же вы находите время, место, чтобы всем достаточное количество уделить внимание своему инструменту? Ну, сначала Сабина занимается в зале, а Изида на кухне, а потом я после них. Вот такое распределение музыкантов по всей квартире. И у меня есть вопрос к твоему чудесному концертмейстеру. Скажите, пожалуйста, насколько волнительно находиться на одной сцене с юным музыкантом и как вы поддерживаете его, кроме своей великолепной игры на фортепиано?
Очень волнительно, с ребятками талантливыми особенно, потому что хоть они и юные, совсем маленькие, но уже это идет творческий процесс. И каждый раз мы ищем вместе в ансамбле и вместе с преподавателем, как сделать лучше, как сделать интереснее и применить фантазии ребенка. Не могу вам не задать вопрос, как профессиональному музыканту, есть ли какой-то секрет, как заинтересовать ребенка музыкой, академической музыкой, так, чтобы он влюбился и полюбил ее навсегда? Секрет в том, что ребенок в первую очередь должен сам выбрать инструмент. И здесь вот как раз вот особая история. Они выбрали сами себе инструмент, влюбились в него. Вот. И академическая музыка, она привораживает себе путем, когда ребенок погружается в нее больше и больше, больше ее изучает. Благодарю вас за ваши потрясающие ответы. Все самое волнительное позади. Я болею за вас и жду вместе с вами результатов выступления.
Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Очень приятно было вот мне, и, я думаю, коллегам услышать довольно уже взрослый, красивый флейтовый тембр. Ты им обладаешь. Тебе удалось, как мне кажется, перенести нас в это ощущение наименования данного произведения. Как оно называется? Одиночество. Одиночество, знаешь. Довольно как-то грустно себя почувствовалась, и ты как-то вот это внутреннее ощущение смогла передать. Это было очень приятно. И как-то так своим образом и звучанием флейточки. Так что я тебя поздравляю с успешным выступлением. Спасибо. Коллеги. Ну, наверное, я добавлю. Во-первых, поздравляю тебя, Кира. Спасибо. Мне также понравился тембр инструмента. И ты знаешь, поскольку ты уже, я так думаю, что входишь в ряды взрослых, сформировавшихся артистов, будем так говорить, что уже можно вести речь о каких-то сугубо музыкальных моментах, о том, как, скажем, вести фразу, о том, как дополнять в ансамбле друг друга. Потому что несколько раз я замечал, вот как замечательный концертмейстер Белла Фанилевна, она пыталась тебя как-то вот дать тебе импульс, подвинуть, а ты немножко статично как бы так вот все от фразы к фразе, понимаешь? Это делается как посредством некой агогики, скажем, в музыке есть такой термин, да, так и посредством каких-то вот чисто ансамблевых моментов, что вот чуть-чуть повела концертмейстер, и ты до конца дотягиваешь ноту, и сразу ее подхватываешь, например, и ведешь. А что касаемо вот конкретно каждых вот этих нот в конце фразы, бывало так, что ты, наоборот, немножко не дотягивал. И вот это недотягивание, оно как раз-таки обрывает. И ты как будто каждый раз начинаешь сначала, понимаешь? И вот о чем сказал Артур Искандарович, что действительно вот это настроение, одиночество, я его услышал, когда ты играла во второй раз тему. Вот оно действительно появилось, ты как-то по-особенному начала ее играть. Видимо, либо волнение, либо что-то, какие-то моменты. Поэтому вот сугубо на музыкальные, на творческие, скажем так, моменты я бы порекомендовал тебе обратить внимание. Спасибо большое. Спасибо за исполнение. Да, я хотела бы добавить, знаешь, Кира, когда слушаешь произведение, очень хочется, чтобы оно было похоже на хороший рассказ. Несмотря на то, что пьеса называется «Одиночество», такое статичное состояние, вот все плохо. Но внутри этого всего плохо должна быть зарыта какая-то надежда. И вот в средней части как раз у тебя была возможность показать ее. Но ты сосредоточилась на одном состоянии. Вот каждый раз, когда ты начинаешь играть, ты думай о том, что в конце все должны понимать, к чему ты вела. То есть драматургически нужно выстраивать каждую тему. И концертмейстер действительно тебе пыталась в этом помочь. Так что я тебе желаю всего хорошего. И в следующий раз придумать какую-то свою историю и рассказывать ее. Спасибо. Вот правда сказали, что действительно у тебя очень красивый тембр флейтовый. То есть у тебя вот очень мягкая атака в начале. Очень нравится. Но хочется пожелать тебе подумать вот и во фразах, и даже когда просто один звук, что ты с ним дальше делаешь. Потому что не хватает в этом звуке дальше вот этой жизни. То есть ты импульс даешь, а вот действительно куда и к чему ты его приводишь, это вот пока немножко как будто недоработано. То есть продолжение и особенно окончание каждого звука, каждой фразы. Потому что звуком мы можем закончить фразу и дать какое-то новое начало, а мы можем задать вопрос какой-то. И ответ в следующей фразе, соответственно, уже будет другая. Действительно, вот как Ильшат Дамирович сказал, как будто каждый раз сначала. Но там же каждый раз все равно разные фразы, они заканчиваются либо наверху, либо внизу. Вот над окончанием подумай хорошенечко над каждой фразой, и мне кажется, станет вообще хорошо. Спасибо. Замечательное исполнение. Спасибо тебе большое. Я думаю, прислушайся к советам, которые тебе сказали. Я хочу обратить внимание на то, что у тебя хорошее дыхание, ну и есть куда стремиться, естественно. Еще 12 лет, еще расти, расти, расти. И потенциал у тебя заложен хороший, преподаватели замечательные, концертмейстеры. Единственное, что я хочу себе пожелать, это не останавливаться на достигнутом, даже на самых высоких высотах идти дальше. Спасибо. 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 Кира, михина ысын көңілден құтлайым, һәм бұл диплом хинеке. Кира, музыка ул эш, ул эштен арымайһың ма? Музыка это работа, а ты не устаешь от этой работы? Ну, иногда очень устаю. Ты сколько вообще училась играть на флейте?
Ну, училась где-то год, а потом уже само по себе пошло. А так всего 6 лет занимаюсь. А вот каково быть мамой, у которой ребенок выступает на таком большом телевизионном проекте? Очень трудно и волнительно, переживаешь, наверное, больше, чем ребенок. А как вы поддерживаете Киру? Я, конечно, стараюсь, чтобы она хорошо выступила, все свои силы отдаю. Ну, все зависит от нее самой. Кира, ты такая молодец! Думаю, что флейта – это твоя судьба. Ну а мы будем ждать результатов. Молодец. Молодец. Алиночка, расскажи немножко о себе. Сколько тебе лет? 9. Целых 9? Я думал, тебе меньше. Так, где ты учишься? Я учусь в детской музыкальной школе номер 1 имени Наримана Сабитова. Потрясающе, какая умница. А чью пьесу ты играла? Не Наримана Сабитова случайно? А чью же тогда? Рафаила Касимова. А как она называлась? «Майское солнышко». Вот ты знаешь, прямо май чувствовался. Скажи мне, сколько лет ты играешь на такой флейточке-то замечательной? На такой и играю 1 год. Вообще на флейте я училась 2 года. Первый год я играла на блок-флейте. Так. Сейчас 2-й год вот на большой. О, понятно, понятно. Нравится на флейте играть? Да. А на кларнет не хочешь перейти? Не знаю. Ну вот, ты подумай, ты подумай. Вот, вообще, молодец, очень приятно звучит у тебя флечка, но ты часов-то по 8 занимаешься, наверное, в день? Ну, по 9, может быть, хотя бы. Ну, Каждый день. меньше. По 7? Ну? Ну ладно, это будет твой секрет. Я буду думать, что по 9 часов в день ты занимаешься. Да? Не смотришь никакие мультики, ни в каком телефоне не сидишь. Только флейта, этюды, упражнения, да? Чтоб соседи стучали в батарейку, говорят, хватит уже, хватит нас мучить. В общем, занимайся, солнышко. Я думаю, что у тебя может это хорошо получаться. Мне очень понравилось, действительно. Ты такое сама солнышко, и звук у тебя такой очень приятный, майский. Захотелось сразу послушать это где-то на природе, чтобы и птички рядом щебетали. Тебе удачи и занимайся больше, и чтобы больше выступать.
Ты выбрала для конкурсного исполнения очень хорошую пьесу. И так приятно, что ты занимаешься в старейшей школе в нашей республике и играешь пьесу композитора, который работает, собственно, в этом направлении и работал в этой школе. Поэтому мне хочется пожелать тебе, чтобы ты всегда, когда исполняешь какое-то произведение, хотя бы маленькая какая-то была часть, имела отношение к твоей жизни. Вот здесь вот я почувствовала, что ты очень хорошо выглядишь на сцене, ты красиво с удовольствием играешь, ты не боишься, ты нам улыбаешься. И поверь, это всегда производит очень хорошее впечатление. Удачи тебе. Спасибо. Алиночка, поздравляю тебя. Признаюсь, я это произведение слышу впервые, и мне понравилось как произведение, так и исполнение. Настроение теплого майского дня было создано. Еще раз поздравляю тебя, спасибо большое за исполнение. Спасибо. Молодец. Успехов! Алина, поздравляю, ты большая умница. Хочу у тебя узнать. На жеребьевке ты говорила, что у тебя целая коллекция дипломов. Скажи, пожалуйста, какой для тебя это по счету конкурс? По флейте, наверное, 4-й, но в телевизионном конкурсе я участвую в 1-й раз. У тебя флейт – это такой медно-духовой музыкальный инструмент, и ты такая, как железная леди с этой флейтой, уверенно выходишь на сцену. Вот скажи, ты сама для себя выбрала этот инструмент или тебе кто-то подсказал? Сама. А как так произошло, что ты захотела играть именно на флейте? Услышала где-то этот красивый звук? Мне с детства нравилась флейта, ее звучание, и я решила пойти на флейту. По-моему, это было максимально правильное решение, потому что Алина бесконечно талантливый ребенок. В связи с этим хочу задать вопрос вам, как педагогу. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, современная музыкальная индустрия так заполонила собой все медиапространство, что возникает вопрос, остается ли в жизни таких юных начинающих музыкантов или просто детей место академической музыки? Как привлечь их к такому формату музыки? Безусловно, место есть. В нашей школе проходят концерты. Мы приглашаем детей разного возраста, знакомимся чуть ли не в детских садах. Маленькие, 5-6-летние приходят к нам. Мы их приглашаем на деревянные духовые инструменты. Все с наслаждением слушают наши концерты, проф-концерты, когда мы вот их приглашаем. И выбирают духовые, потому что это не только здорово, но и полезно, конечно, для здоровья. Развивает ваши легкие, помогает развиваться в физическом плане. И им просто нравится выступать. Слушайте, как это здорово, что ребенок имеет возможность не только погрузиться в искусство, но еще и действительно позаботиться о своем физическом здоровье. Спасибо вам большое за интервью, за интересные ответы. Желаем вам прекрасных результатов в этом конкурсе.
Спасибо, спасибо. Аслан, а сколько ты лет играешь на флейточке? Я играю на флейте 4 года. Нравится флейта? Да. Да. А как совмещаешь с игрой в футбол? Вместо штанги ставишь ее? Нет. Нет, не ставишь? Ну, чтобы удобнее было пинать, нет? Молодец, вот и не ставь. Я тебе хочу посоветовать, Асланчик, во-первых, то, что уже сегодня не первый раз мы говорили нашим ребяткам, подумать о дыхании. Немножко маловато звука, при том, что ты видно, что мальчик ты серьезный, с таким отношением, прям к музыке подходишь, это очень приятно. Но подумать о таких технических наших вопросах, как дыхание, потому что от дыхания дальше уже идет все. И фраза, и музыка, и штрихи, и тому подобные слишком замудренные слова, которые тебе еще предстоит выучить, понимаешь? Но основа всего – это воздух. Духовое от слова «дышать», да? То есть ты должен просто дуть в эту флейту из всех своих сил, чтобы был звук красивый. Ну, поэтому давай, занимайся. Ну, часов по 9, да, как я всех спрашиваю, занимаешься в день, да? Молодец. Вот честно ты, честно врешь. Молодец. Это красиво всегда выглядит, когда ребенок честно говорит, да, по 9 часов я занимаюсь. Не, не по 9. Не по 9, по 10? А сколько? 2. 2. Это мы вырежем. Это мы вырежем. Сделаем накладочку, чтобы все думали, что по 9. Ну, в общем, Асланчик, занимайся, дорогой. Занимайся. Вот когда ты доиграл, ты начал нам улыбаться, у тебя сразу глаза засверкали. Вот хочется, чтобы ты, когда играл, тоже был такой же яркий и бодрый. Ты же, наверное, задорный парень, да? Вот. Принеси это тоже в музыку. Музыка – это не всегда очень серьезно. Иногда это очень-очень радостно. И вообще очень понравилось. Мне удачи тебе. Спасибо. И я бы еще хотел отметить такой момент, что вот у произведения Нуразгатовича Даутова ты сначала играешь квинту, потом кварту. То есть по музыке вроде как мне помнится та-ра-ти-ра-та-ра-ти-та-там, а ты играешь та-ти-ти-та-та-ти-ти. Это либо в тексте как какое-то упущение или ошибка, или вот как бы такой момент. Немножко не то чтобы режет слух, но как-то непривычно звучало. Вот на такой момент обратить внимание. А так присоединяюсь к замечательным пожеланиям и думаю, что у тебя все будет хорошо. Дай бог. Спасибо. Әлі менің янымда яш музыкант ул Аслан. Мен сені сын көңілден құтлайым, бұна сенің дипломың, мә ал. Аслан, смотри, я вот никогда и ни разу не занимался музыкой. Вот что ты хочешь мне посоветовать? Для начала надо слушаться старших, опытных людей. Учителей там и кто хорошо умеет играть на музыкальных инструментах. А как думаешь, вот самому можно научиться или только с преподавателем? Если очень захотеть, то научиться можно. Как говорится, если просто захотеть, можно в космос полететь. А теперь поговорим с преподавателем. А вот как научить ребенка к музыке? Это надо развивать с детства. У каждого ребенка есть этот талант. Его надо постепенно развивать. Успех ребенка зависит от ребенка или от преподавателя? Успех зависит от многих обстоятельств. Это, во-первых, сам ребенок в первую очередь, чтобы он с желанием горел, хотел добиться, и преподаватель как помощник. Вот такие советы от нашего преподавателя Аслана. Вам я желаю только удачи, а мы ждем следующего участника.
Краткость – сестра талантов. Диночка, расскажи мне о себе. Нам всем расскажи о себе. Где ты учишься, сколько тебе лет? Мне 8 лет. Так. В какой я обычной школе учусь или? Ну, давай начнем с обычной, значит, раз ты с нее решил начать. Я учусь в школе 147 в поселке Нагаево. Здорово. А в музыкальной ты там же учишься? Нет. А где? В городе музыкальная школа номер 1 имени Наримана Сабитова. О, вот мне нравится, что все называют правильно наименование своей школы, да? Значит, ты очень любишь свою музыкальную школу. Любишь ее? Да. Любишь флейточку? Да. А 16-е ты любишь? Да. Которая ты играла в птичьем хороводе. Тарарарарам. Тара. Любишь? Люблю. Вот их надо поровнее играть. Поритмичнее, хорошо? Вы потом со своим уважаемым педагогом Дианой Шамильевной пройдите этот момент. Хорошо? Хорошо. Поритмичнее. Сколько часов, я всем задаю один и тот же вопрос, в день ты занимаешься на флейточке? Всегда по-разному. Как это? И самое малое количество часов это сколько? 5? 1 час. Не расслышал? 1 час. Тоже плохо слышу что-то. Я такие маленькие цифры я даже не слышу. А все остальное время ты чем занимаешься, милая моя? Я хожу на английский, на плавание и на ИЗО. Ну, в перерывах между английским плаванием и ИЗО берешь флейточку и прямо эти 16-е прорабатываешь. Тарарарара, понимаешь? Вот тогда будет все хорошо. Я шучу, конечно, но надо это делать больше. Потому что флейта гораздо труднее, чем плавание, английский и ИЗО вместе взятые. Потому что это инструмент. Причем, а ты знаешь, сколько процентов воздуха попадает во флейточку, а сколько улетучивается, или не знаешь? Не знаю. 30% из 100 попадает в инструмент, 70 просто улетает. То есть ты должна дуть туда так, как будто ты паровоз большой. Понимаешь? Прям дуть, 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 чтобы все ноточки были прозвучены и озвучены. Тогда это будет красиво и здорово. У тебя все впереди, давай занимайся. И не расстраивай нас, жюри, такими маленькими цифрами. В следующий раз придешь, скажешь, Артур, скажешь, я занимаюсь по 6 часов каждый день. И иногда даже 2 раза в день по 6. Хорошо? Обещаешь мне? Вот, молодец. Я тебе верю. И когда в следующий раз ты придешь на конкурс, то количество часов сразу будет заметно. Дина, молодец. Спасибо тебе, что ты порадовала нас, пришла на этот конкурс, участвуешь со своими мелодиями. И ты находишься в самом начале пути. И поэтому все хорошо. Занимайся и развивайся. Вот то, что ты ходишь на всякие дополнительные предметы, это только приносит пользу для тебя, для твоего развития. И поэтому тебе удачи в твоем жизненном пути, и все будет хорошо. Дина, һин 2 пьеса уйнаганың бик шәп. Ул 2 төрле пьеса һәм ул 2 төрле пьесалар 2 төрле кәеф булды. Артабан да шулай итеп заниматься иткәндә, һәр бер әсәрдә үзенең шул кәефен, үзенең тональностен табырга кирәк дип онытмаем. Диночка, поздравляю тебя, ты молодец. Знаешь, я хотел бы отметить тот момент, что это очень хорошо, что у тебя много увлечений, ты занимаешься английским и другими видами различными. Вот. Но дело в том, что что-то приходится выбирать, на что-то обращать больше внимания. Вот скажем, тебе что нравится больше, заниматься на флейте или изучением языков? Играть на флейте. Но все-таки на флейте нравится больше. Поэтому вот Артур Искандарович совершенно справедливо и правильно заметил, что надо в перерывах заниматься тем, что у тебя основное, то есть флейта. Да ты ей должна больше внимания уделять, и она у тебя должна быть постоянно под боком, постоянно рядышком. Постоянно, ага, что-то ты подумала, а что, какую-то мелодию вспомнила, наиграла, подучила 16-й, например, да, в каком-то произведении. Вот заниматься в таком плане. А то, что увлечение, это просто прекрасно. Я тоже человек увлекающийся, у меня особенно вот и в твоем возрасте было много и футболом, и борьбой, и чем только, но пришлось выбрать все-таки скрипку в конце концов. И не зря ведь? И не зря ведь? Спасибо большое. Спасибо. Молодец. Спасибо. Спасибо.
Мы встречаем нашу очередную конкурсантку Дину, которая только-только, как из печки пирожок, со сцены. Поздравляем тебя с успешным выступлением. Хочу задать вопрос педагогу. Как вы считаете, эмоции, которые дети проживают во время исполнения музыкального произведения, насколько они важны, насколько ими возможно поделиться со слушателями? Ну, мне хочется сказать, что ими бывает сложно управлять, потому что дети такие люди, неожиданно что-то может произойти, где-то сыграть иначе, где-то наоборот могут поимпровизировать. Ваши дети, безусловно, невероятно талантливые. Я думаю, что их выступления очень откликаются слушателям. Спасибо вам большое. Вы невероятно прекрасны и очень талантливы. Мы болеем за вас и ждем результатов конкурса. Спасибо. Валерий, ну это уже такая заявочка-то, да, коллеги? Взрослая уже такая пьеса у тебя. Расскажи нам, кто ты, что ты, откуда ты к нам приехала? Я приехала из города Салавата, учусь в музыкальной школе юных талантов имени Владимира Спивакова, 6-й год. 6-й год, то есть у тебя уже пенсионное удостоверение есть? Или еще пока не получила? Понятно. На флейточке 6 лет, получается, играешь? Да. Ну, понятно. Вообще мне тембрально это понравилось. И были, конечно, царапины, но это живое исполнение. Они бывают у всех, царапины. Но такая уже ритмическая устойчивость чувствуется. И, ну, нервничала немножко, да? Да, бывало. А что ты нервничаешь? Мы же вроде не кусаемся. Только вот Ильшат, говорят, может. Но мы-то тоже не кусаемся. Самое главное, у духовика сдает волнение – это неровный выдох. Особенно в серединочке, когда ты играла скерцо,
в серединке чувствовалось, что ты нервничаешь, и у тебя выдох был неровный. Это сразу слышно. Ты на будущее не переживай. Все видно, все слышно. А так, действительно, какие-то профессиональные уже моменты и слышны, это очень приятно. Но, я так понимаю, ты школу-то скоро заканчиваешь, раз ты 6-й год? В следующем году. И что ты планируешь дальше? Дальше поступать Куда? в колледж. В Салаватский? Да. Очень хорошо. Очень хорошо. То есть ты продолжаешь, и ты видишь себя уже профессиональным музыкантом в будущем? Да, буду продолжать заниматься. Очень правильно, очень правильно. Что за флейточка у тебя? Это Дижао. Ага. Ну, не твоя, видимо. Моя. Школьная? Моя. Купили. Собственную купили? Да, из Молодцы, молодцы. Родители, да? Молодцы. Вот правильно. Чем больше вкладываешь, тем больше получается. Это мое мнение. Коллеги? Лера, я хочу вас поздравить с тем, что вы приняли решение продолжать свое обучение именно в Салаватской школе, потому что там, как известно, очень хорошая духовая школа. Поэтому удачи вам в вашем большом пути. Надеемся увидеть вас на сцене не раз. Спасибо. Валерия, я от души поздравляю вас с хорошим выступлением. Помимо чисто технических моментов, которые вот по марке, да, те в 16 Гц, которые были, я бы хотел отметить еще некоторые такие музыкантские наши моменты в нашей музыкантской вот кухне. Да. Вы, наверное, обратили внимание, с каким отношением играет ваш концертмейстер. Вы же, наверное, давно уже играете в дуэте, да? Посмотрите, как она бережно относится вот к каждой фразе, к каждому звуку, как она это вам передает. Наверное, обращали на это внимание, да? То есть вы должны как-то, ну не то, что вы должны, ну вообще желательно, чтобы вы в ансамбле гармонировали как-то, чтобы у вас был именно красивый ансамбль, а не то, что вот как бы у концертмейстера, и я там стою, вот что-то играю, да? Это должен именно ансамбль, ансамблевые пьесы. То есть я вот говорю в частности вот о пьесе Скерца Гайнуллина. Скажем, вот такие моменты, как вот вы играете си бемоле, си, соль, фа, ре, тара-тара, тира, тара-там, пара-пам, опять ти на октаву ниже, да? Наверное, то, что начинается в первый раз с си бемоля, должно как-то ярче прозвучать, так? Лай, тай, ти, та. Иначе получается две одинаковые фразы. Это я о том, что как было бы сделать, чтобы музыка слушалась интереснее, чтобы произведение слушалось интереснее. Вот какие-то вот именно музыкантские, ансамблевые, отношенческие моменты. Я думаю, тебе знакомо термин такой филировка звука. Обработка, филировка, как ты его заканчиваешь красиво, да, как потом вот незаметно тает, например, или усиливается также вот красиво, так ведь? Обработка, работа со звуком. Вот ты уже... Я думаю, что человек взрослый, понимаешь такие вещи, поэтому надеюсь на твое понимание и желаю тебе дальнейших творческих успехов. Спасибо. Спасибо. Валерия, я тебя поздравляю с выступлением. Действительно, это совсем другая подача. Человек уже знает, чего он хочет в музыке, что он хочет до нас донести. Единственное, я хотела бы немножко такое тоже пожелание высказать технического плана. Я понимаю вот эту большую сложность для исполнителей духовиков, когда у вас очень длинная фраза, и вы вынуждены где-то посередине брать дыхание. Да, это вот большая сложность. И я тебе хочу пожелать не волноваться в этом моменте, потому что ты думаешь о том, как ты возьмешь дыхание это быстренько, и иногда немножко съедаешь конец фразы, которая перед этим следует. Это понятное такое вот чувство, что ты сейчас не успеешь его взять, но поверь, ты успеваешь, иногда даже наоборот нервничаешь и берешь дыхание раньше, вступаешь раньше. Спокойно завершай предыдущую фразу и также спокойно, естественно, бери дыхание. То есть вот это вот какое-то такое мое одно пожелание. А так Хорошее пожелание, правильно. очень, очень благоприятное впечатление, очень приятно было слушать. Спасибо. Спасибо. Валерия, ты большая молодец, поздравляю тебя. Спасибо. И хочу задать тебе пару вопросов. Ты первый человек, который уже повзрослее здесь, скорее категория подростков, чем детей. С тобой хочется поговорить более развернуто. Расскажи, пожалуйста, сама ли ты выбрала флейту как инструмент, на котором будешь играть? Как это произошло? Как давно? Да, я сама выбрала этот инструмент флейты. Мне он понравился больше всего, так как он очень яркий, но в то же время нежный. Я выбрала его, потому что посчитала его самым лучшим инструментом. Настоящие музыкальные характеристики, потому что в музыке так много оттенков и эмоций, которые можно выразить. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то твои любимые произведения? Что больше всего тебе нравится исполнять?
Мои любимые произведения – это концерт, который я играю, крупная форма. И, скорее всего, 2 башкирские песни, которые я играла сегодня на конкурсе – это «Скерце» и «У ручья». Здорово. У меня вопрос к твоему концертмейстеру. Это и ваша победа тоже. Я вас тоже поздравляю с этим выступлением. Результата мы еще ждем. И у меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, зачем детям заниматься музыкой? Ну, не я придумала, давно известно, что те дети, которые занимаются музыкой, они гораздо более интеллектуально развиты, они гораздо более эмоционально раскрыты и более коммуникабельны в обществе. Поэтому музыкой нужно обязательно заниматься для того, чтобы ваш ребенок чувствовал себя уверенно, смело и мог приносить радость своим слушателям. С самого детства я ходила на концерты. Моя мама работает в Стерлитамакской филармонии, и я с детства часто посещала. Вот и результат. Ребенок на нашем телевизионном конкурсе выступает ярко, сочно, задорно и очень заразительно. Еще раз поздравляю вас с выступлением. Спасибо за ваше интервью. Болею за ваши результаты. Молодец, Мурат. Я тебя поздравляю с выступлением. Какой ты класс? Расскажи. 2. 2 класс. А после блокфлейточки на что ты хочешь идти? На какой инструмент? Тромбон. Ух ты, как серьезно. Вот с таким уже не поспоришь. Мурат, ну, а когда ты хочешь на тромбон? Что говорит педагог? Когда уже можно будет взять этот большой медный тромбон? Ну, я сначала на тенор перейду, потом уже на тромбон. Вот. В старших классах. Но хочется, уже ждешь этого момента, когда можно будет перейти на большой инструмент, да? Но ты там педагогу-то подсказываешь, может, уже можно. Фергат Фасхидин, скажи, уже можно переходить на тенор или нет? Ладно, не стесняйся. Ну, да. Да? Ну, было правильно, не стесняйся. Мурат, һин йырларга яратаһыңмы? Да. Мына һин йырлаганда мөгаен ләззәтләнеп, рәхәтләнеп йырлайһыңдыр бит. Дәрт менән бирелеп. Ошонда ла һинең уйнавыңда бөтә нәмәһеләшеп, тик менә иң аҙағында гына ошо оҙон теге ҡыйын ноталарҙы йырлаган һымыҡ рәхәтләнеп, дәртләп, тәмләп бетерһәң, вообще шәп була. Йәме?
Конечно, шеп было, но откуда дыхание сколько хватит, а? Ты вот Дай. опять говоришь о высоких кведах. Дай. Шеп было. Это же пожелание. Подожди, да. А дыхание-то откуда он возьмет? Вот я потому и спросила про песни. Понимаешь, песни всегда поют с удовольствием, не думая. Не думай о дыхании. Да, Поверь правда, мне, от Шура, ты души. пианистка, я тебе скажу, к сожалению, приходится думать о том, что заканчивается. Но правильно, абсолютно правильная рекомендация. Мурат, афарин. Бик яхшы, сыгыш яһаның, бик яхшы уйнаның. Афарин. Мына агайдарың, апайдарың айткан сүзләргә тыңна, шуңа игътибар ит, шуңа укытучыларыңны тыңлап, Алла бирһә, бик шәп музыкант булырың дип уйлайбыз, ышангы килә. Рахмәт. Мине күрербез ул сәхнәләрдә. Ярый, уңыштар. Мурат, афарин, сыгышың өчен рәхмәт. Һәләтең бар, әлбиттә. Һиңә шундый бер һорау. Һин табигатьтә булганың, әлбиттә, бардыр инде, әйе? Шундый тойгыларыңды, хисләреңде менә нисек тояһың, менә табигатьтә булганда? Тулкынланаһыңмы гомумән? Ниндәйдер уйлар бәлки бардыр һиндә. Ошо моменттарда һин ошо флейтаны алып ниндәйдер көйләр сыгарга ынтылаһыңмы? Теләгең бармы? Бар. Шуны һәйбәт, шулай булһын яраймы? Ешрак үзең менән ал каралыңды. Бу иң мөһим хисләрең ошондай. Һәм теләктәрем алдагы көндә лә ниндәй каралга күсмәһәң дә булһын ул труба, тромбон, коллегалар әйтеп киттеләр. Әлбиттә, ул тын инструменты, ул бик катмарлы. Һинең гәүдәң, шундай батыр, зур булырга тиеш. Шуңа күрә физкультура менән, спорт менән шөгыльлән, яраймы? Шундай теләктәрем һиңә. Молодец, афарин. Рахмәт. Мурат, я хочу похвалить тебя за смелость и такую мужскую обстоятельность. Вот мы тебя слушаем уже сегодня не первого. И иногда так бывает, что человек, когда играет, он не может себя показать, свой характер, не может раскрыться. Он играет какую-то определенную пьесу, а значит, он пытается передать нам настроение, которое дал композитор. Ты же смог свое настроение, свой мужской характер показать. Играл очень конкретно, определенно, тактировал. Сразу видно было, что перед нами большой Тромбонист. будущий. Да. Настоящий Так что тромбонист. храни свой вот этот вот такой мужской настоящий характер, и у тебя точно все получится. Спасибо. Молодец, Мурат. Мурат, һин блок флейтада шулай шәп уйнайһың, был һинең дипломың. Ал. Мурат, флейтада уйнауы авырмы? Юк. Һин аҙнаһына нисә тапҡыр флейта менән шөғөлләнәһең? Нисә сәғәт? 2. Иртәнсәк торам да мәктәпкә барам. Уроктар арасында флейтанла уйнайм, потом Фират Васидиновичка урокка барам. Бына һәр кем дә музыкант була аламы? Мәсәлән, мин. Һәр кем була алмай. Безнең специальный музыкальный колледжда укуга килгән балдарды иң тәүдә карайбыз. Ритм, нисек музыкальный слух, шунан ритмический весь тыңдайбыз, белешәбез. Мурат, һинең бына дуҫтарың флейтада уйнаган бармы? Әйе. Һеҙ бына бөтәгеҙ дә йылы берәй произведениены уйнаган бармы? Әйе. Бездә мәктәптә ансамбль бар, анда өлкәндәр уйнай. Без әлегә уларга карап өйрәнәбез. Әзрәк үскәс, мин дә был ансамбльгә барам. Мурат, һине тағы ла бер тапҡыр ысын күңелдән сығышың менән ҡотлайым. Беҙ киләһе конкурсатты көтөп ҡалабыҙ.
Друзья, какая радость, да, видеть медный инструмент на нашем конкурсе, да? Тем более у девушки в руках. Тем более у девушки, да. Вообще это огромная такая практика, традиция в Европе, когда девушки играют и на тромбонах, и на тубе. Труба это вообще каждая вторая играет. София, мы тебя поздравляем. Вот я хочу отметить, очень приятный тембр трубы. Да. Да? Не резкий так гвоздями в лоб, а очень нежно и приятно. Это вот хорошее качество, и, очевидно, твой педагог за этим следит. Это тоже очень приятный момент. Поэтому, ну давай. Достигай вершин, и ты, наверное, в своем учебном заведении единственная девочка, играющая на трубе? Нет, нас двое. Еще одна. Вас двое? Так надо вам сделать дуэт и ездить по стране, как говорил Жванецкий, Думали с об этим номером. Что все будет хорошо, дуэтом ездить. Я хочу вас поддержать, потому что как раз об этом думаю. Так. Вот смотрю на такую красавицу Софию и думаю, Тина Тинг Хельсе, прекрасная норвежская трубачка. Собрала девчонок, устроили ансамбль, сама играет народные мелодии. Какие перспективы? У тебя ниша практически не занята. Ты можешь стать девушкой номер 1, которая пропагандирует башкирское народное творчество в мире. Потому что красота у тебя есть, инструмент у тебя в руках. Нужно только подтягивать до своей красоты мастерство. Ох, как она быстро глазками сделала, да? Заметили? Да. Тембр очень приятный, плотный звук, понравился. И были недочеты, ну, сама о них знаешь, всегда на репетиции лучше бывает, да. Что сказать, вот Виктория Анатольевна действительно сказала, образ, который мы видим, прекрасен, и надо дотягивать музыку и выходить уже... Да, с концертными номерами это будет очень эффектно, оригинально, здорово. Даже если не найдешь подружек, сама выходи. У нас редкость девушки, играющие на трубе. Спасибо тебе за хорошее исполнение, Загир Исмагилова. Ну и удачи. Спасибо. Спасибо большое. Ты действительно на трубе поешь, у тебя такая фраза очень естественная, очень красивая. Я хочу тебе один маленький совет просто дать. Ты когда играешь, немножко себе вот ножкой тактируешь. Это помогает, когда ты занимаешься, учишь пьесу, но когда ты на сцене, это немножко тебя саму же как будто бы останавливает. У тебя вот особенно в начале, когда вступление, да, вот эти самые первые нотки, в них очень легко вступить, знаешь как? Послушать, как тебе дала фразу твоя концертмейстер. Ты же подхватываешь, там же та же самая фраза. Просто мне кажется, она немножко тебе, вот эта твоя привычка мешает уже. То есть дома, пожалуйста, а на сцене она и нас отвлекает, и тебе немножко мешает. А так очень красиво, очень приятно тебя слушать. Спасибо большое, очень приятно мне. С замечательным с комментарием и пожеланием коллег я присоединяюсь всецело. И в свою очередь хочу сказать, что действительно большая редкость, что у тебя такой приятный, мягкий, красивый тон именно вот на этом инструменте. Потому что мы, как бы музыканты, привыкли к тому, что труба, это она и есть как бы призывный, такой громогласный инструмент, в какой-то степени, можно сказать, резкий. А вот он у тебя в руках волшебным образом превратился именно в музыкальный инструмент. Я тебе желаю в дальнейшем как можно меньше киксов, неточных нот, ритмических ошибок и прочей неприятной вот этой вот составляющей, к сожалению, которая так или иначе присутствует. И я тебе также желаю почаще выходить на сцену. Ведь это важно. Успехов тебе, Спасибо София. большое. Спасибо за все комментарии. Удачи, София, удачи, милая. У нас в студии София, единственная исполнительница в нашем конкурсе на трубе. Прежде всего, София, поздравляю тебя с успешным выступлением. Держи твой диплом. И у меня к тебе такой вопрос. Я слышала сейчас, как ты потрясающе исполняла пьесу Загира Исмагилова. Это было чудесное, матовое звучание твоего инструмента. И я хочу задать тебе такой вопрос. Очень легко, ну или, по крайней мере, легче играть пьесы, которые имеют названия, программные какие-то. Весна, осень, птички, зима. А твоя пьеса называется «Пьеса». Вот что ты сама в ней слышишь? Знаете, я не задумывалась, о чем она. Ну, красивая пьеса, мелодия, я ее играю, но наверняка вот вы говорили, что которые пьесы с названиями, их, наверное, более
удобнее играть, потому что ты знаешь, о чем играешь, и можешь представлять себе. Тебе самой понравилось звучание трубы в таком плавном башкирском напеве или, может быть, привычнее играть в каком-то все-таки другом жанре? Да, наверное, привычнее играть в другом жанре, потому что все-таки, я говорю же, не близка очень тема. Ну, а звук сам понравился, и судьи сказали, что им понравился мой звук. Я очень удивилась от их комментариев. Здорово, очень важно прислушиваться к членам жюри. К тому же, София, для тебя это сегодняшнее выступление почти открытие для самой себя башкирской музыки и твоего потрясающего инструмента в этой музыке. Вопрос к маме. Как удается выращивать таких талантливых, открытых, невероятно музыкальных детей? Ну, София, она очень активная во всем. И за что бы она ни бралась, у нее все получается отлично. И когда она стала подрастать, я задалась вопросом, куда же все-таки паучью деятельность направить. Вот, и танцует хорошо, и поет. Я, наверное, просто ее во всем поддерживаю. Ну, мы решили направить ее... Музыкальное русло. Да, в музыкальное русло. И получается, София, она старается достигнуть блестящих результатов во всем. У меня аж мурашки от вот этой мощной родительской поддержки, потому что действительно это так много значит для детей, так приятно на вас смотреть вдвоем. А тебе, София, великолепных результатов, пусть у тебя все получается.
Спасибо. 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 Ленарочка, ну, я бы тебе хотел порекомендовать очень важный момент. Я думаю, что тебе надо в момент занятий, когда ты занимаешься и учишь свой музыкальный материал, считать паузы. Это крайне важно, потому что сегодня были такие моменты, когда ты не досчитывала или пересчитывала. А когда ты занимаешься одна, я подчеркиваю, именно одна, вот ты должна представлять, что с тобой рояль, и ты не бросаешь эту паузу и начинаешь дальше играть свою мелодию, да? А именно ждешь и считаешь. Тут первая доля, вторая доля, третья. Понимаешь? Это крайне важно. Вбить себе в привычку не съедать паузы и выбрасывать, пока ты занимаешься одна, а потом с концертмейстером у тебя совершенно другая музыка ведь получается, да? Там появляется партия фортепиано, а ты к ней фактически не готова, потому что ты привыкла не досчитывать. Очевидно, я прав. Наверное, ты так и занимаешься. Вот видишь. А ты должна все-таки обратить на это пристальное свое внимание. Хорошо? Потому что саксофончик, ты, видимо, уже не первый год на нем играешь, да? Сколько лет ты играешь на инструменте? 4 года. 4 года играешь. Вот, поэтому, конечно же, надо это уже приводить в такое... Ты девочка уже взрослая. Какой класс? 8 закончила. Ого, ну ты уже пенсионное удостоверение у тебя есть, понимаешь? Поэтому подумай, ладно, о чем я говорю? Тебе поможет. Потому что звучать у тебя может хорошо. Технические моменты – это все дело просто выучки и подготовки твоей. Вот. А паузы – это очень опасные вещи. И ты их должна побороть. Ленера, поздравляю тебя с выступлением. Знаешь, поскольку я сам довольно часто выступаю и сольно, и с оркестром, как бы я прекрасно понимаю, насколько иногда бывает непросто, ну, элементарно считать, и даже когда ты прекрасно знаешь музыку, да, элементарное волнение может способствовать тому, что ты просто не знаешь, а когда вступать, а когда вот наступит вот тот момент, когда, да, что для этого нужно сделать. Вот посмотри, скажем, я говорил про дирижера, да, вот в оркестре, я играю с оркестром, мне показывает дирижер, да, если я что-то забыл, посмотрел, и он мне очень так... А если и он забыл? А если и он забыл, то, может быть, кто-то из музыкантов, может быть, скрипка, кто-то может показать. У тебя есть счастливейшая возможность быть в ансамбле, играть в ансамбле с концертмейстером. То есть я уже, наверное, повторяюсь, уже несколько раз говорил о том, что концертмейстер – это не тот, кто просто тебе там, дает тебе бас, скажем, да, какие-то гармонии, а это тот человек, с кем ты должна взаимодействовать во время исполнения произведения. То есть вот ты немножко, например, что-то подзабыл, чуть-чуть буквально, чуть повернулась, посмотрела, концертмейстер сделал жест, и ты уже точно знаешь, где тебе вступать. Понимаешь? Я желаю тебе дальнейших успехов и удачи. Ленара, рахмат, сағыз шағағанысың. Бик мұңыл ойты бұняның. Әмәләкін көрініп тұра. Әдірәк кіна репетициялар етмәгендір, әдірәк кіна концертмейстермен бірге унио етмәгендір. Шоға етішәділіктерін көрінді. Нық қорқынысты көл. Бар униап сығардың, матур сықты. Хиңа келесәкті мен әлбетті оңыштар тілейм. Хәм мұна ошы музыкант yolunda өзің үстінде тауыш үстінде, ритм үстінде мұна ағайдарын айтқан рекомендациялар бойынша ішләһәң, бик яқшы музыкант болған. Ярай. Рахмат. Һин Құрайда ойнағаның бармы үдің? Құрайда? Юк. Ол бик қиын инструмент. Батыр Бурханович белә уны. Әмма ләкин һин Құрайда ойнамаһаң да, саксофонда Құрайдың моңын еткердең. Һәм меніңше бұл пьесала ең мөһиме шул булды. Сынапта мына шул техник яктарында эшләһәң, мына иң мөһиме шул моң дигән нәмә һиндә бар. Һиңә артабан да шулай итеп уңышлы сыгыштар яһарга. Рәхмәт. Уңыштар. Һәм безнең саксофонда бердән-бер уйнаусы ул Ленера. Ленера, мин һинең сыгышуың менән ихлас күңелдән котлайм, бұл диплом һинеке. Ленера, һиңә үз сыгышың оҡшанымы? Оҡшаны, әлбиттә. Был минең беренсе улай ҙур сығышым.
шуғала қорқынысырақ болды. Жюринан олай қорқманым, мен бұташырға қорқтым енді. Һәм Линерның әсәһенә лә һорау. Абына нисек шундай музыкант балаларҙы үҫтерергә? Әллә инде бының айырым серләре лә юҡ инде. Үҙ теләге менән беренсе синыфҡа уҡ Сибай ҡалаһында музыкаль мәктәпкә барды. Онан һуң 4-нсе синыфты бөткәс, әсәй минең бында ҡалғым килмәй, мин артабан үҫкем килә, мин Өфөгә барғым килә тип Әлмөхәмәтов исемендәге гимназия-интернатта һайланыҡ. Үҙе һайланы инде. Үҙ теләге менән килеп имтихандарҙы тапшырып, саксофон классына уҡырға инде. Үҙенең тырышлығы булмаһа, уҡытыусы нисек кенә тырышһа ла, бер ниндәй ҙә бер нәмә лә килеп сыҡмай. Һеҙҙең ғаиләгеҙҙә тағы ла берәй кеше музыка менән шөғөлләнәме? Линера ғына музыка менән шөғөлләнә тип әйткәндә лә була. Ләкин уйлап ҡарағанда, минең ҡартатайым ҡурайҙа уйнаған. Бәлки уның музыкаға булған һәләттәре, булған һөйөүе Линераға бирелгәндер. Линера, мин һине тағы ла бер тапҡыр ысын күңелдән ҡотлайым, ә беҙ аҙаҡҡы конкурсантты ҡаршылайбыҙ. Молодец. Роман, молодец. Такое серьезное произведение уже ты показал. Сколько лет ты играешь на флейточке? 4 года. Ух ты!
Долго считал. Я уж подумал это. 40, скажем, да? Вот. Нравится тебе эта пьеса? У тебя прям и такой плавный танец был, и быстрый танец, динамичный, да, был женский, девичий. Поэтому очень симпатично. На флейте нравится играть? Да. Да? Ну, и дальше занимайся на флейточке. Я хотела задать тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты относишься к музыке как к своей будущей профессии? Или для тебя это что-то сейчас, ну, такое же важное, как, например, твоя учеба в школе? Или ты прямо хочешь стать музыкантом? Я до конца не знаю. Пока не знаешь, ты не определился, да? Но ты же понимаешь, что когда ты во что-то вкладываешь свое время и душу, то ты начинаешь это больше любить. Поэтому здесь взаимосвязано все. Чем больше ты отдашь своей любви инструменту, тем больше он тебе ответит. Вот сейчас мне кажется, что у тебя есть одна очень важная такая черта для музыканта. Она всегда чувствуется. Это интеллигентность. Ты держишь спину и играешь, несмотря на то, что правильно ты сыграл звук, как хотел, или что-то пошло не так. Но ты себя ведешь на сцене очень интеллигентно, ты слушаешь концертмейстера, ты внимательно берешь звук. И мне кажется, это достаточное основание для того, чтобы серьезно задуматься о продолжении своих отношений с флейтой. Так что дерзай. Роман, молодец. Знаешь, девичий танец или девичий хоровод – это одно из любимейших произведений моих Онура Азгатовича Даутова. Еще в период, когда я работал в Национальном оркестре народных инструментов, мы очень часто играли это произведение с оркестром. Я его очень люблю и очень хорошо его знаю. Мне очень приятно, что ты его выбрал, вот, и очень хорошо сыграл. Я желаю тебе дальнейших успехов, желаю тебе прислушиваться к мнению, которое вот говорят коллеги, педагог, и все-таки сделать в жизни достойный выбор. Я надеюсь, ты сделаешь его. Спасибо тебе. Афарин, Роман. Бик матур итеп урынына еткіріп, мұңлы тауышман қыздар беуін келтіріп еткірдің. Dur рахмат ең шының үшін. Алдағы музыкант тұрмышында, келесек тұрмышында оңыштар, тек оңыштар, һәм өз-өстіңді іштеп, ижади яқтан оңыштар ең тілейм. Спасибо большое. Мне очень понравилось, как ты играл вообще по характеру эту пьесу. Действительно, это был такой именно девичий танец. Единственное, я хотела бы пожелать тебе, вот там есть такой момент, когда та же самая мелодия, которую ты красиво играл, играет фортепиано, а у тебя ответы. Вот эти ответы, они должны быть действительно ответом на эту мелодию. То есть ты немножко их так вовремя сыграл, но как бы ты еще не придумал, что тебе с этим делать. Вот эти фразы, они поэтому немножечко выбиваются из всей пьесы. Вот. Ты слушай, как тебе концертмейстер подает эту фразу, и прямо отвечай, как будто бы ты вот разговариваешь словами, только ты делаешь это нотами. А так очень понравилось по звуку и по подаче. Спасибо тебе большое. Поздравляем тебя, Роман. Молодец. Удачи. У нас в студии Роман, который завершил наше конкурсное выступление в номинации духовых инструментов. Роман, ты большой молодец. Поздравляю тебя. Спасибо. И раз уж ты завершил эти выступления, расскажи нам, каково быть человеком, который подводит итог всему конкурсу, ну или не всему, а по крайней мере в вашем духовом отделении. Это, волнительно, довольно волнительно то, что ты как бы заканчиваешь, нужно как бы идеально закончить, чтобы было все по красоте. Ты чувствуешь ответственность не только за свое выступление, но вообще за всех конкурсантов в духовой номинации? Да. Вот такой мужчина, потому что при бабочке, при железном инструменте почти Джеймс Бонд. Я тобой очень горжусь. У меня вопрос к твоему педагогу. Скажите, пожалуйста, отличаются ли методы воспитания мальчиков-музыкантов от девочек-музыкантов? Да, отличается. С девочками надо немножко понежнее, поласковее. А с мальчиками я как бы ответственность хочу, чтобы они ответственнее были. Ну и, конечно, и девочек, и мальчиков надо хвалить за каждую хорошую нотку, за каждое произведение хорошее, которое они красиво сыграли.
это им нравится. Я еще раз вас поздравляю с вашим выступлением. Вместе с вами, с волнением жду ваших результатов и желаю удачи и новых творческих побед. Спасибо большое. Мы с особым трепетом, волнением объявляем первых финалистов первого телевизионного конкурса юных музыкантов Ялькен. Саида Бегаева, флейта, среднеспециальный музыкальный колледж, город Уфа. София Хазиддинова, труба, республиканская гимназия-интернат имени Газиза Аль-Мухаметова. Валерия Емелина, флейта, музыкальная школа юных талантов Владимира Спивакова. Финалистов ждут счастливые мгновения работы с Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан. 27 октябрьдә ардаклы композиторыбыз, башкорт профессионал музыкаһына нигез һалусы Газиз Аль-Мухаметов туган көн алдынан. В финале конкурса «Ялькен» 28 октября 12 юных музыкантов играют на сцене Государственного концертного зала Башкортостан в сопровождении оркестра. Очрашканга тиклем.